Но сегодня я хотел бы поговорить о некоторых вещах, связанных с целями, но немножко с другой стороны. Немножко, может быть, с той стороны, которая для некоторых людей совершенно неудобная. Я хочу развенчать некоторые вещи, которые связаны вообще с целями. Потому что некоторые цели, которые вот ты слышишь, как люди ставят цели, какие цели они провозглашают, какие цели, за какими целями люди бегут, и ты понимаешь, что это фальшивые цели. Это такие фейковые цели, которые никогда не были рождены в сердце неба, которые никогда не были рождены в сердце Бога. Тебе это интересно? Есть категория вообще вещей в нашей жизни, которые нам ценны на данном этапе нашей жизни, но которые по-настоящему Богу вообще ни грамма не ценны. И, к сожалению, иногда мы следуем за Христом, и те вещи, которые ценны для Бога, они почему-то все еще не ценны для нас. Все еще пока что не живут в сердце нашем, и они не становятся чем-то большим, ради чего живут Божьи люди. И я вот так сильно хотел бы, чтобы то, что ценно для Бога, оно бы становилось ценно для нас. И то, что для Бога вообще не имеет никакой ценности, чтобы мы точно так же были бы способны выкинуть это из своей жизни и сказать: Господь, может быть, пусть это будет, если Ты захотел бы, но я не хочу, чтобы это сегодня было на первом месте в моей жизни, потому что это не на первом месте в твоем сердце. Знаете, я не думаю, что сегодняшняя проповедь будет удобна для людей, которые особенно, может быть, живут по плоти, особенно которые не очень сильно горят желанием в чем-то менять свой образ жизни. Они привыкли вот жить так, как они живут, их все устраивает. Я не думаю, что для таких людей эта проповедь будет чем-то вдохновляющим. Но для тех людей, которые хотят двигаться, для тех людей, которые хотят перемен, которые хотят роста, которые хотят новой жизни, которые хотят каких-то новых свершений с небес, от Бога, я верю, для вас эта проповедь сегодня будет прям в яблочко. Закрой свои глаза, мы помолимся. Дух Святой, я благодарю Тебя за прекрасное время, когда мы можем наполняться Твоим Словом, погружаться в Твое Слово, когда мы можем давать возможность Твоему Слову влиять на нашу жизнь, влиять на наши решения, на наши действия, дела, на наши цели и ценности. Мы молим Тебя, чтобы сегодня Твое Слово было оживотворено Духом Святым, и оно влияло бы на нас изнутри. Оно влияло бы на наши свершения, поступки, дела, мысли, на все то, чем мы живем, на все то, куда мы идем, на все то, зачем мы двигаемся. Мы просим Тебя, пусть Твое Слово, оно сегодня оживотворяет нас для того, чтобы мы были живыми для Бога, для того, чтобы мы были орудиями в руках Бога, для того, чтобы мы были людьми, которых Бог использует, и чья жизнь сегодня отображает Твою славу. Во имя Иисуса Христа. Пусть Твое Слово невероятным образом сегодня говорит нашу жизнь. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Знаете, когда мы говорим вообще о целях, есть ключевое место Писания, связанное с целями. И это место Писания, когда ты произнес или изрек один из Божьих людей, который, я уверен, глядя на его жизнь, он был супер целеустремленным человеком. Это место Писания, послание Филиппийцам, 3 глава. Как вы все знаете, апостол Павел написал это место Писания. И это был супер продуктивный человек Божий. Это был супер целеустремленный человек Божий. И он что-то знал о целях. Вообще, знаете, вот когда мы говорим о целях, многие люди говорят: да я читал книги там миллиардеров, я слушал какие-то обучения коучей, которые обучают целям. Да, слушали же таких людей, которые обучают целям. Но я вам могу сказать, когда это читается вне вот этого контекста, когда это читается вне контекста Писания или смотрится вне контекста Писания, то все эти обучения, все эти наставления о целях, они глупые совершенно, потому что они не имеют самого важного фактора, о котором мы сегодня поговорим с вами. Цели, которые мы ставим с Богом, они должны иметь в себе этот фактор. И этот фактор – это то, что самое главное, то, что приходит с неба. Его планы, Его желания, Его воля обо мне. Если этого нету в центре всех моих целей, все мои цели – это глупость сплошная. Итак, я хочу прочитать это место Писания, потом мы поговорим. Филиппийцам 3 глава с 8 стиха. Павел говорит такие слова: «Я все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога
по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Друзья, вот здесь мы прочитали 6 стихов. На самом деле очень много информации. Но если вот это все сложить и сказать 3 словами, о чем говорит здесь этот человек Божий, он говорит такие вещи. Он говорит, до того, как я встретился со Христом, у меня были цели, я к чему-то шел. Но когда я пережил Христа, я все это оставил, потому что у меня появилась одна, гораздо большая цель, ради которой я готов все это был оставить. На самом деле, это речь очень целеустремленного человека. Апостол Павел, это был человек, который пришел ко Христу уже что-то достигшим. Он уже кем-то был в обществе. Он уже кем-то был там в своей общине, хотя это был молодой человек. Он был человек, который был практически в гуще разного рода событий. Это был человек, который уже на что-то влиял. Это был человек, от которого уже что-то зависело. Это не был просто, знаете, вот начинающий юноша, который ничего не знал, ничего не мог, ни к чему не шел. Это был человек, который к чему-то шел в своей жизни. И вдруг он встречается с Богом. Он встречается с Божьей славой. Он встречается с распятым Христом, который являет себя ему. И он говорит, все, что раньше было ценно для меня, все, что раньше для меня было главными целями в моей жизни, он говорит, все это я почитаю тщетою, и я все это почитаю ссором. Я открыл 2 греческих слова. Это ущерб, урон, вред. И другое слово у нас там интересно. С греческого ссор, отбросы, остатки, помет, какашки. Вот эти 2 слова, которые переведены как чета или ссор, это то, ради чего этот человек жил раньше. Вот давайте, каждый из нас, мы же пришли ко Христу, мы же ради чего-то жили. У каждого из нас были какие-то планы, мечты, желания. Согласитесь, у каждого. Мы что-то хотели в нашей жизни. Вот вспомните, что особенно сильно вы хотели в своей жизни. Что вы хотели увидеть, достичь, какие мечты вас наполняли, сопровождали до того, как вы соприкоснулись со Христом? Я хотел ездить на большой машине, чтобы все люди, которые выросли на моем районе, они видели меня и говорили, вау, как он крут, как он крут. Я много чего хотел в своей жизни. Вспомни себя, что ты хотел до Христа. Может быть, ты с детства рос с идеей, что ты хочешь много денег для того, чтобы купить вот такие вещи. Для чего? Для чего? Чтобы показать себя, прославить себя, чтобы родственники о тебе услышали, которые пренебрегали тобой, твоей мамой, на которых ты был обижен. Может быть, ты что-то хотел родителям доказать. Может быть, ты что-то хотел доказать своим друзьям из подъезда. Вспомните, друзья, сколько разных идей было в нашей голове. Сколько разных мечтаний было в нашей голове. Сколько этих мечтаний, которые мы до сих пор оттуда несем. И мы не понимаем, что это всего лишь какая-то ерунда, какая-то не то, что даже мелочь. На самом деле на фоне того большого призвания, большой цели, большого предназначения, которое Бог сегодня имеет о нас, это всего лишь маленькая букашка. Это ссор, это какой-то мусор, ради которого мы когда-то жили. Сегодня апостол Павел говорит, я все осознал, переосмыслил, когда я встретился с Богом. Я понял, что у него есть гораздо больший план о моей жизни, чем просто мне, знаете, вырасти, закончить университет, получить хорошую работу и купить квартиру. Это то, на что нас хватало. Это тот какой-то маленький план жизни, который мы сами себе построили, да, или как маленькое человеческое счастье. Вырасти, стать ветеринаром, говорить по-английски, уехать в Америку, выйти замуж за американца и жить в Америке. Любая ваша цель, которую вы сегодня можете мне сказать, вы хотели стать миллионером, и что дальше? Ты заработал свой миллион, миллиард, 100 миллиардов, и что дальше? Ты станешь как Илон Маск, или стал бы как Илон Маск, ты стал бы там как этот лысый из Амазона. Да я не знаю, ты может быть чего-то, Безос, да, без нас, без... И что дальше?
Купишь себе яхту 300 метров, и что дальше? Будешь летать на своем джете, и больше тебе не надо будет проходить вот это вот досмотр, да, который проходят сегодня люди обычные, которым надо ботинки снимать, чтобы в самолет попасть. Toyota 80-ка Camry. Многие из нас, вот если мы будем честны, наши все цели, которые мы имели, которые мы ставили, они были смешные и глупые на фоне того, что мы пережили, когда мы пережили Христа внутри себя, когда мы пережили вечность, когда мы пережили то, что Бог предлагает для нас. Вечная жизнь. Царствовать вместе с Ним. Быть Его представителями на этой земле. Быть людьми, через которых Он проявляет себя. Все остальное это такая дурацкая глупость. Знаете, вот не поверите, я очень сильно хотел, чтобы однажды меня мои друзья увидели, когда я там в своей шелковой рубашке, там с красивой цепью на шее, было такое время, в своей малиновой машине. Знаете, когда я ездил там по району, мне так хотелось, чтобы они меня увидели. Это мысли глупого там подростка, это мысли человека, который оторван от жизни Божией, у которого нет больших каких-то божественных целей в жизни. Печально, когда эти же мысли у 40-летнего мужчины, когда эти же мысли у 50-летней женщины. Знаете, я вот хожу в спортивный зал, и там я смотрю за некоторыми мужчинами. И вот он встанет около зеркала, и он там и так, и сяк, и вот такие там разные позы принимает. А за одним наблюдаю, он ходит, и мимо зеркала каждый раз там проходит, и там сам себе как-то мышцами подыгрывает. И ты понимаешь, если бы ему было 18 лет, еще можно было бы понять. Когда, например, 40-летние мужики, они качаются для того, чтобы, знаете, мало того, что он качается, он там химией себя там как-то колет для того, чтобы быть каким-то вот таким. Зачем? Кому ты что хочешь доказать до сих пор? Ты до сих пор не понял, что какой бы ты большой не был, всегда найдется кто-то больше. Какой бы ты лысый миллиардер не был, всегда найдется кто-то более миллиардернее тебя. Какие бы ты крутые шмутки не носил сегодня, всегда найдется кто-то рядом с тобой, в чьем присутствии тебе просто будет стыдно находиться, потому что ты себя будешь чмошным бомжарой чувствовать на его фоне. Знаете, вот все наши цели, которые вне Христа, ради которых мы готовы всем жертвовать, мы ради этого готовы там от всего отказываться. Если это цели вне Христа, это самые глупые, самые тупые цели. И это вещи, которые ты потом достигаешь и думаешь, надо же, я столько усилий ради этого приложил, а это уже так глупо смотрится. Когда мы ставим сегодня цели, мы должны помнить одно место Писания. Это самая ключевая вещь, самая главная вещь в нашей жизни. Любая моя цель, она должна исходить от воли Божией. Она должна касаться воли Божией, она должна крутиться вокруг воли Божией, и она должна быть построена вокруг воли Божией обо мне. Иисус говорит такие слова о себе, 6 глава, 38 стих. Он говорит, я пришел с небес не для того, чтобы делать то, что сам хочу, но чтобы... Ребята, это должен быть лозунг каждого сына и дочери Божией. Я живу на этой земле. Даст мне Бог прожить 80 лет. Даст мне Бог прожить 50 лет. Даст мне Бог прожить неважно сколько. Каждый день своей жизни я хочу жить так, как здесь написано. Для того, чтобы исполнять волю Божию. А для того, чтобы исполнять волю Божию, надо просто начать эту волю Божию постигать. Надо просто перед Богом задаваться, Господи, а для чего я живу? Неужели Ты хочешь, чтобы я всю свою жизнь прожил вот в этой беготне, зарабатывая свои там деньги для того, чтобы просто обеспечивать свои нужды, для того, чтобы кому-то чего-то доказывать, становиться более богатым, для того, чтобы люди смотрели на меня и говорили, вау, какой он красавчик, из грязи в князи. Если твоя цель, она в конечном итоге не настроена на то, чтобы служить исполнению воли Божией о тебе на этой земле. Это на самом деле и не цель. Если у тебя сегодня нет понимания, вот что такое воля Божия о тебе, я тебя просто вдохновляю, предлагаю тебе начать с поста. 3 дня, 5 дней, 10 дней, неважно. Просто откажись от всего, от всех своих там развлечений, гаджетов, соцсетей, всего, что тебя может отвлекать, и просто ищи Бога. Ищи Бога, вопи к Нему и говори, Бог, какие планы обо мне от Тебя? Что Ты хочешь обо мне?
Для чего я вообще есть на этой земле? К чему ты призвал меня? Что ты хочешь, чтобы я делал? Что ты хочешь, чтобы я исполнял? Если ты дашь мне возможность прожить 80-90 лет, я хочу прожить эти годы для тебя. Не просто так, чтобы, знаете, вот среди людей кому-то чего-то доказать. Не просто так, чтобы среди людей как-то бесконечно пытаться выжить. Мы здесь не для того, чтобы выжить. Мы здесь для того, чтобы исполнить его предназначение. У меня свое предназначение. И многие из вас, вы не похожи на меня, и вы никогда не будете, например, жить так, как мы живем, к примеру. Но у тебя есть свое предназначение, и это будет план и воля Божия о тебе. Например, есть какая-то счастливая семья, и ты смотришь на эту семью, и ты говоришь: я тоже хочу себе прекрасную жену, прекрасного мужа. А может быть, у тебя никогда этого и не будет. Может быть, ты призван жить один, и один что-то созидать на этой земле вместе с Богом. Кто-то призван всю свою жизнь прожить и быть сантехником, но таким сантехником, чтобы об этом человеке слава Божия шла и распространялась, чтобы все говорили: этот человек рукастый, мозгастый, и еще он всегда прославляет Бога своего. В любой ситуации, даже когда по колено в какашках, он возится, он не матерится, он говорит: Бог, воздаю тебе честь и славу. Даже стоя в какашках, я люблю тебя. Я утрирую какие-то вещи, но кто-то из вас призван быть бизнесменом. Не для того, чтобы на Роллс-Ройсе ездить, друзья. Таких бизнесменов сегодня много. Но Бог хочет по-другому совершенно, чтобы мы относились к тому призванию, которое есть на нас. Чтобы ты был бизнесмен, который не просто сегодня служит своим бизнесом, а который благословляет Царство Божие и дает возможность пользоваться инструментами под названием деньги, для того, чтобы это Царство Божие размножать. Может быть, ты домохозяйка. Может быть, ты там уже человек, который на пенсии, неважно. Может быть, ты в школе сегодня. Ищи свое предназначение и призвание, что Бог от тебя ожидает сегодня. И у Него есть задание для тебя на каждый день, на каждый месяц и на каждый год. Когда мы ставим какие-то цели, вот ты поставил какую-то цель. Эта цель в конечном итоге должна служить тому, чтобы ты достигал волю Божию о себе. Когда мы вообще размышляем над этим словом, что такое воля Божия? Римлянам 12 глава, там 1-2 стих говорит о воле Божией. И здесь написано так: не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Не будьте людьми, которые мыслят так, как этот мир. Многие люди думают, целеустремленный человек — это человек, который приехал сегодня сюда там, на последней модели Мерседеса, у которого сегодня есть возможность пойти в самый дорогой ресторан этого города, который может все купить, все продать и при этом в прибытке остаться. Это человек, у которого 8 квартир здесь, 2 квартиры там, 4 дома здесь, 4 еще чего-то где-то. Это мышление или образ жизни, который сегодня предлагает этот мир. Мы, к сожалению, мы попадаем на эти уловки. Мы попадаем на крючок этого мира. И мы начинаем жить так, как Библия здесь говорит, сообразно мышлению, которое есть сегодня у этого мира. Но цели — это что-то большее. Цели — это что-то, связанное с желанием Бога о тебе. И первое Его желание, чтобы ты был человек, который влияет на других, который служит другим, который благословляет других, который оказывает какое-то влияние на жизни других людей. И не просто со стороны психологии или философствования прекрасного, а со стороны Царства Божьего ты даешь возможность людям соприкоснуться с Царством Божьим. И вот здесь написано так, что нам необходимо обновлять наш разум, чтобы мы могли постоянно постигать волю Божию. Постоянно это я добавил от себя. Постигать волю Божию. И описывается воля Божия. Благая, угодная и совершенная. Вы знаете, вот когда многих людей вдохновляешь и говоришь: слушай, ну оставь ты прежний образ жизни. Оставь ты наслаждения, которые тебя раньше, просто от которых ты кайфовал. Вот это бухло, накуриться, там, чего-то там сделать такое, за что тебе потом самому противно и стыдно. Оставь это, потому что у Бога есть другой план о твоей жизни. И многие люди думают, что Божий план — это нечто такое, знаете, вот из всего моего кайфового образа жизни это вот все обрезали, и оставили вот такой маленький кусочек хорошей жизни. Как один брат говорит: Бог у меня и так все забрал, осталось одно наслаждение — пожрать хорошо. Вот здесь написано, что воля Божия о нас, она благая, угодная и совершенная. Благая воля Божия о нас — это добрая, благая, щедрая, хорошая и полезная. Это что-то,
что несет добро для нас. Это что-то, в чем, знаете, в чем проявляется характер самого Бога. Щедрый, добрый, благой. Это то, что будет полезно для меня. И иногда мы какие-то глупые, бесполезные вещи, за которые мы держимся, мы не даем Богу возможность, как я в прошлый раз показывал, когда тебе дают что-то в твои руки, а твои руки заполнены прошлым, твои руки заполнены чем-то, за что ты держишься из твоего прошлого. И Бог говорит, оставь ты это. Возьми мое что-то хорошее, возьми мое что-то доброе. Дальше слово «угодный». Это значит благоугодный, угодный, приятный, там слово буква «П» у нас куда-то делась. Приятный и приемлемый. Знаете, друзья, воля Божия, она приятная. Она будет нам... Нет, она будет для нас чем-то таким, чем мы наслаждаемся. Вот то, что люди в мире говорят, вот я там хорошо провел время, я хорошо там где-то тусанулся. Это будет то, что всегда находится внутри тебя. Ты будешь счастливым человеком от того, что ты в центре воли Божией, от того, что ты делаешь то, что Бог тебе приготовил и для тебя предназначил. И ты тот самый человек, который сегодня исполняет Божьи планы и Божьи пути. И самое главное, третье слово. Когда мы в центре воли Божией, когда мы исполняем волю Божию, это то, что является совершенным или законченным, то, что дает нам полноту, то, что дает нам по-настоящему удовлетворение. Любое, вот знаете, любое благословение, которое ты получаешь для себя, вот ты его получил, до этого ты к этому так стремился, ты этого так хотел там это получить, вот ты получил. И через какое-то время ты уже не чувствуешь себя таким радостным и удовлетворенным от того, что ты что-то имеешь. Но знаете, самая большая радость, это когда ты понимаешь, что я в центре воли Божией, я исполняю его предназначение, я делаю те вещи, которые ему нравятся, я делаю те вещи, которые для него угодны. И вот быть человеком, который исполняет волю Божию, это быть человеком, который делает то, что нравится Богу. И делает то, что хотелось бы не мне, а то, что хотелось бы самому Богу. Все наши цели, вот все, что мы ставим, любые наши цели, которые мы сегодня поставили перед Богом, мы должны соотносить с волей Божией о нас. Знаете, это самые глупые цели, например, когда вдруг мне в голову взбрело, что я там себе хочу получить вот в этом году MacBook. У всех есть MacBook, а я как чмо без MacBook. У всех там есть, я не знаю, какая-то одежда, все, я даже не знаю, не за что. У всех есть рюкзаки кожаные, у меня нет кожаного рюкзака. И вдруг у тебя появляется какая-то цель, которая непонятно откуда взялась. И ты начинаешь за эту цель молиться, ты начинаешь за эту цель поститься. Я утрирую, конечно, это как бы в мелкие вещи это все переношу. Но ты вдруг начинаешь поститься, молиться за какую-то цель, которая была рождена не волей Божией о тебе, а которая была рождена какими-то твоими человеческими измышлениями, какими-то твоими человеческими желаниями. И это те самые желания, которые должны, как апостол Павел говорит, они должны умереть внутри нас. Когда я только начал ставить цели, я столкнулся с такой штукой. С одной стороны, это смешная штука, с другой стороны, это такая коварная вещь. Когда ты ставишь цели для того, чтобы себе самому и другим людям что-то доказать. К примеру, там, кто-то похудел в прошлом году. И ты вдруг думаешь, нифига, если он смог, что бы мне не сделать это. И ты делаешь это из-за странных мотивов. Кто-то женился в прошлом году, кто-то машину купил в прошлом году. Даже этот купил машину. И все, и у тебя вдруг заводится такой удивительный процесс в сердце. И тебе кажется, что это те самые цели, которые тебе тоже надо иметь и тоже надо ставить. Но если у тебя такой же мотив, когда ты хочешь кому-то что-то доказать, это самый трудный путь, который ты выбираешь. Вне Бога фактически. Я помню, момент был у меня в жизни, когда я столкнулся с ситуацией, когда я из-за желания кому-то что-то доказать пытался служить для Бога. И я помню этот момент, когда я ездил в село, и до этого я был служитель библейской школы, мне казалось, что я успешный достаточно служитель. И тут я приезжаю в село, и я рассказывал всем эту историю, вы многие знаете эту историю, там было у меня 3 бабушки, и эти 3 бабушки, они просто приходили, меня почитали своим присутствием каждую неделю, и ничего не менялось у нас в домашней группе. Ничего никуда не росло. И знаете, я помню этот момент, когда
меня отправили туда служить. И я помню, один из служителей, это была девушка, она такая сказала, типа, ну, посмотрим там, на что этот человек способен. Посмотрим. Ну, там какие-то подобные слова были сказаны. Знаете, они немножко обидные для меня были. И я в тот момент сказал, да я вам всем докажу, что я крутой служитель. Я вам всем докажу. Вот многие из нас, мы на такой мотивации ставим какие-то глупые совершенно цели. Это цели, которые никогда не будут достигнуты, потому что Богу нужно вырезать это из нашего сердца. Нужно, чтобы мы, как апостол Павел, умерли для этого. Умерли для желания свои цели достигать. Умерли для желания какие-то свои амбиции продвигать. И я помню этот момент, когда я землю копытом рыл. Я постился, я молился, я там по всему этому селу я ходил, евангелизации устраивал. Я столько служил, сколько мне казалось, я до этого вообще не служил. Мало того, что я был такой интенсивный служитель, у меня очень много силы было для того, чтобы мне достичь моей цели. Я каждую неделю, каждый месяц провозглашал, что приходят новые люди. Я ставил цели 3, 5, 10, 20, 30, но ничего не происходило. Поэтому хорошо, когда у нас есть время праздников, время переосмысления. Потому что нам надо что-то переосмыслить. Знаете, где я все переосмыслил? Я сломал позвоночник, и я лежал 10 дней в больнице. Иногда кажется, плохо, сломал позвоночник. Это было такое прекрасное время переосмысления в моей жизни. Это сейчас я такой умный. Это сейчас уже с позиции времени я понимаю, что это было время переосмысления. Каждый раз, когда я в больнице оказывался, 2 раза в своей жизни я очень жестко оказывался в больнице. 1 раз сам был там, другой раз с ребенком со своим. И это было всегда время переосмысления. И вдруг я понимаю, лежа на этой больничной койке, друзья, нам не обязательно до больницы себя доводить. Вот правда. Вообще не обязательно. Не обязательно доводить себя до состояния, когда ты просто в каком-то пьяном угаре понимаешь, что ты упал уже, дальше некуда. Не обязательно доводить себя до состояния, когда ты в таком состоянии, когда ты весь мир ненавидишь, Божьих людей ненавидишь, служителей Божьих ненавидишь, в церковь не ходишь, и оказаться в таком отступничестве, чтобы что-то понять. Нам нужно быть открытыми для того, чтобы дать возможность Богу нам вкладывать какие-то новые откровения, идеи и переосмысливать что-то в нашей жизни. И вдруг я понял, лежа вот на этой больничной койке, что все это время, все мое служение в этом селе, я доказываю этой тетеньке чего-то. Она уже давным-давно забыла об этих словах. Она ляпнула, потому что она просто, на тот момент была неразумная. Она просто сказала какую-то глупость. А эта глупость так глубоко меня коснулась. И я ради того, чтобы доказать ей и доказать каким-то служителям, что я достойный служитель Божий, я пытался что-то делать. И это неправильная мотивация, от которой Бог хотел меня избавить. Знаете, все, что произошло на этой больничной койке, этот человек с этой мотивацией там умер. И когда я вышел через 10 дней из этой больницы, я вышел другим человеком. Я приехал в свое село, вроде помятый, побитый. Я также служил этим бабушкам. Я ничего не делал вообще. Я не бегал больше по этому селу. Люди стали приходить, потому что Бог стал приводить людей. Потому что Бог начал видеть, что мотивация изменилась. Потому что я стремлюсь к цели не для того, чтобы всем показать, что эту цель достиг. Не для того, чтобы хвастануться этой целью, а для того, чтобы славу Божью или прославить Бога, или славу Божию явить. Слышите, друзья, когда у нас мотивация ненормальная, когда мы чего-то хотим, ради вот этой мотивации доказать другим, прославить себя, там как-то быть не хуже других, оказаться, не упасть лицом в грязь. Когда вот эта вот мотивация нами двигает, чаще всего мы именно в грязь и упадем лицом, носом. Прямо вот так упадем, будем лежать, еще вот такие вот пузыри будут оттуда идти из этой лужи. Еще одна важная вещь, которую я осознал за время, когда я ставил цели, я двигался за целями. Вот люди, которые слушают, например, коучей, мотивационные учителя, саморазвитие, самопознание коучи. Знаете, что в них плохого есть? Они говорят правильные формулы. Но они оторваны от самого главного, от Божьего сердца, от Божьих планов о нас.
И когда мы просто смотрим на этих коучей, и мы делаем то, что эти люди говорят, чаще всего это либо не срастается, либо это нас уводит вообще не туда. И поэтому смотришь, вроде целеустремленный человек, а в Боге он никуда не двигается вообще. Потому что он оторван от самого главного, от ценностей и приоритетов, которые есть у Бога. Бог хочет, чтобы на первом месте в моей жизни было вот все, что я не делаю, с деньгами, с семьей, со здоровьем, чтобы на первом месте в моей жизни было прославить Его через это. Не просто, например, многие ставят цель там со здоровьем, они просто думают, что здоровье ради здоровья. Здоровье ради того, чтобы долго служить Богу. Получить от Бога квартиру, получить от Бога большой дом, для того, чтобы этим служить Богу. Ездить на машине на прекрасной, для того, чтобы это был инструмент, для того, чтобы это служило Богу. Все, что ты можешь сегодня, какие-то цели ставить, какие-то желания иметь, оно все должно крутиться вокруг одного – служить Богу. Потому что если этого нет, это все глупо, это ссор, это чета, это навоз, это какашки, это ты оборачиваешься и думаешь, зачем я потратил столько лет, я вот к этому ко всему бежал, к чему, зачем? Наверное, это самое глупое, ты там 100 лет своей жизни потратил, чтобы 3 себе купить. И потом в 95 ты купил 3, в 96 умер. И такой обернулся и думаешь, ради чего все это? Теперь там твои дети это продали за 10 миллионов и по ГПКам. Классно, если ты детей обучил, они по кабакам не ходят. Я очень сильно хочу, чтобы вот любая цель, которую ты сегодня поставил, чтобы она в конечном итоге упиралась в желание исполнить волю Божию о себе. Ты не будешь похож на меня, мы все очень разные. Я призван к одному, ты призван к другому, но ты тоже к чему-то призван. Нет такого, например, что человек призван сидеть в церкви. Я призван быть человеком, который на первом ряду греет стул для другого человека, который придет после меня. Нет, это не призвание. Кто-то призван быть молитвенником, кто-то призван заниматься детьми, кто-то призван заниматься административной работой, кто-то призван заниматься каким-то управлением, хозяйством. Кто-то призван для одного, кто-то для другого, для третьего. Кто-то призван снимать красиво, кто-то призван праздники церковные проводить красиво. У каждого есть свое призвание. И когда каждый на своем месте, церковь, она сообразна этим призванием, она начинает двигаться и расти, и приобретать новых людей. Твое здоровье, оно не может быть целью. Да, это выглядит как цель, но это инструмент. Твой бизнес – это инструмент. Твоя прекрасная семья – это инструмент. Это все инструмент для того, чтобы прославлять Бога нашего. И для того, чтобы достигать конечную цель, это служение другим людям. Это то, для чего вообще церковь сегодня существует, друзья. Мы же не служим сегодня, не бегаем по каким-то местам для того, чтобы доказать, что мы самые лучшие из всех представителей христианства, вы должны быть с нами. Да слава Богу! Если люди приходят в какие-то другие места, они спасаются, и они следуют за Христом, мы радуемся этому. Апостол Павел вообще говорит, даже если люди из гнилых побуждений проповедуют Евангелие, и через это хоть кто-то спасается, он говорит, я и этому радуюсь. Потому что он говорит, я радуюсь всему, что способствует достижению воли Божией. Почему я говорю, например, что здоровье – это инструмент? Когда ты с годами начинаешь понимать, глядя на кончину некоторых людей или глядя на то, как люди многие живут сегодня в свои 60-70 лет, ты вдруг для себя отображаешь, что я не хочу умирать больным, я не хочу умирать в страданиях. Рано или поздно мне придется умирать, но я не хочу прийти к такому состоянию, когда я дряхлый старикашка, я заморил себя неправильной едой, я заморил себя неправильным образом жизни, я заморил себя многими вещами, и теперь я страдаю. И ты вдруг начинаешь понимать, что мое здоровье, пока я здоров, у меня есть возможность пользоваться этим инструментом и продолжать служить Богу. Поэтому я, например, занимаюсь своим здоровьем, я смотрю за тем, что я ем. Я понимаю, что есть у меня мой образ питания, которого я придерживаюсь, я хочу его придерживаться, потому что это дает мне здоровье. И это не просто ради того, чтобы всем показать, доказать. Это потому, что я себя лучше чувствую, это потому, что я вижу, как это благословляет мое тело, и я более дееспособный для того, чтобы исполнить волю Божию.
Знаете, друзья, как много, например, пасторов закончили в 50 лет? Потому что у них случились инфаркты, инсульты, потому что я знаю, кто такие вот люди, извиняюсь за выражение, моей профессии. Это люди, у которых совершенно неактивный образ жизни. Это люди, которые, так как они призваны общаться много с людьми, это значит много куликовских тортов, много общения, вот такого вот, самое главное, стресс, бесконечный стресс. Потому что кто-то что-то натворил, потому что какого-то человека сегодня нет на собрании. Ты думаешь, где он, что с ним, а может быть он в грех упал, а может быть он то, а может быть... И ты не ешь, не спишь, домой приходишь, жена еще тебя спрашивает, а ты не видела этого человека? Нет, у него проблемы, и ты думаешь, Господи, не хватало еще и с этим проблемы. И все, и ты не ешь, не спишь, нормально не отдыхаешь, не позволяешь миру Божьему наполнять тебя, а потом этот стресс убивает. Одно дело, когда люди вообще не ставят цели. Другое дело, когда люди ставят совершенно дурацкие цели. Или когда они совершенно дурацкими способами пытаются эти цели достигать. Или когда они не понимают, что то, что они называют целью, это всего лишь инструмент для достижения цели. Когда ты думаешь, что, например, у тебя там бизнес для того, чтобы это твоя цель, развивать твой бизнес, на самом деле бизнес – это инструмент. Когда мы сегодня растем, когда мы сегодня двигаемся, когда мы сегодня используем вещи по назначению, мы сможем достигать гораздо большие и гораздо более обширные цели, чем они были в нашей жизни. Реши для себя, какая воля Божия о тебе от Бога, что Бог ожидает от тебя. Реши для себя, в чем бы ты хотел вместе с Богом преуспевать, куда бы ты хотел вместе с Богом двигаться, куда Бог тебя сегодня толкает, в какое служение, где Он хочет, чтобы ты развивался. И двигайся в этом направлении. Реши для себя, например, кем ты хочешь быть по жизни. Я имею в виду профессионально, и я имею в виду как служитель Божий. Начни развиваться в этом. Начни ставить какие-то реальные, здравые, понятные для себя самого цели. И пусть это будут ступени, на которые ты стремишься поставить ногу, на которые ты стремишься подняться. Слушаешь, когда некоторых людей думаешь, вроде бы 30 лет человеку, а мышление детское какое-то, подростковое. Я хочу iPhone 16. Зачем? У тебя же 15 есть. Ну как, зачем? Это же новое, это же... Ты 30 тысяч в месяц зарабатываешь. Лучше поставь себе цель, чтобы зарабатывать больше, чтобы давать больше, быть благословением большим, быть человеком, который способен откладывать, который способен думать о своем будущем, вкладываться в свое будущее. Вот правда, вот смотришь на этих людей и думаешь, у тебя с башкой нормально все, ты зарабатываешь 30 тысяч, и у тебя, вот ты не ешь, не спишь, дома у тебя шаром покати, но ты в кредит взял iPhone 16, и ты сам от себя кайфуешь. И всем готов это показать. Одно дело, когда мужчина 100 тысяч зарабатывает и за 40-60 тысяч купил себе iPhone, может себе позволить. Друзья, мы должны понимать, что у нас должны быть оптимизированные цели. Эти цели понятны для нас самих. И эти цели, они сообразуются с волей Божией о нас. Они сообразуются с теми Божьими планами, с теми Божьими путями, которые Бог имеет о нас. Аминь.